Ну вот такая красивая, ретивая, а как же ее удержать? Как ею управлять? Всадник-то один, не 10, он один, как он должен справиться? И вот исторически связано было с тем, что придумал человек узду. Вот здесь Сударовая привезли странную конструкцию, это недоусток, это частично надевается на морду с двух сторон. Но самое главное, вот эта деталь, это называется трензель, железо или железо на бытовом языке, оно вставляется в рот лошади. Как это делается? Дело в том, что лошадь это травоядная, а все травоядные имеют зазор. Здесь нет клыков, тут должны быть клыки. У хищников там клыки. А тут есть коренные, резцы, а клыков нет. Хотя тут нарисованы клыки, но это у жеребцов и рудиментов. И вот человек воспользовался этим, и сюда закладывается этот трензель, на язык кладется, на чувствительную, это тут все-таки небо, мягкие ткани, железо гладенькое, оно аккуратненькое, но малейший поворот влево или вправо отдается лошади, она четко знает, что от нее хотят. Вот так человек обуздал. Вот полный сгруве. Вот стоит этот трензель, он пошел сюда. Здесь резцы, здесь коренные зубы. Вот это гамаши, это мощнейшие мышцы, которые переживают. Лошадь очень нетребовательная к траве, она ест то, что даже коровы не едят. Она способна все это переживать из-за того, что у нее мощные вот эти вот мышцы. Когда в конюшне стоишь, и вот лошадям дают овес, овес это, он твердый, да, его человек разгрызть не может, лошадь. А она хрумтит, как морковка, потому что у нее такие мощные мышцы, она все перетрет, спокойно пережевывает. И более того, у коровы там, они жвачные, они могут отрыгивать и по новой пережевывать несколько раз. Лошадь такое делать не может, она вырвать не может лошадь. Но это особая физиология. Поэтому ей все нужно тщательно переживать сразу. Вот такая конструкция. И вот если всадник, просто дикий всадник на дикой лошади, да, он ухватился там за гриву, как-то сидит, непонятно как, держится, скачет вперед, то если со всей амуницией, совсем другая картина, совсем по-другому стать лошади и стать всадника. Называется такая позиция лошадь в сборе. Она собрана. Что такое сбор? Это подобно тому, как в армии, когда старшина строит новобранцев и показывает, как надо стоять в строю. И если он просит поднять носки, вот человек стоит, поднять носки. И если курсант, боец может это сделать, он стоит неправильно, его наказывают. А если он может поднять только пятки, он стоит правильно. Почему? Значит, в любой момент он готов начать движение. В любой момент он подпружинен, он в любой момент может сделать скачок. То же самое лошадь. В такой позиции она в сборе, она собрана. Вот постепенно, как сбор производится. Вот это в спортивном виде сбор. Но возникает вопрос, каким же образом человек может управлять, как ему заднюю часть лошади подставить под себя.